Сегодня в Госдуму внесен законопроект о наказаниях за оскорбление чувств верующих. Согласно документу, нарушителям грозит до 5 лет лишения свободы, а штрафы увеличатся в 100 раз. Тем временем имам Закабанной мечети Казани решил бороться с оскорбительной, на его взгляд, в буквальном смысле голой рекламой. Кого пытаются вразумить, выясняла Наталья Колюшкина. За нравственность Саид Джафар Лутфуллин борется не первый год. Несколько лет назад он добился закрытия гей-клуба в центре города. А недавно по его просьбе с счетов у Закабанной мечети убрали афишу с изображением алкоголя и сигарет. Сейчас имама возмущает обилие рекламы с полураздетыми женщинами. Это безнравственность, во-первых. Во-вторых, это сексуальный террор против нашего общества. Это становится причиной для совершения сексуальных преступлений. Люди с ненормальной психикой, смотря вот на это все, потом совершают преступления и в первую очередь против наших детей. Отношение к таким баннерам неоднозначное и у казанцев. Среди опрошенных нами были и те, кому все равно, но большинство горожан возмущены. Детям вообще рано, по-моему, такие вещи смотреть. А взрослые, это как-то неприятно даже смотреть, неприлично. Отрицательно, думаю, что это дело личное, и надо как-то это все в других форматах. Использование обнаженки в рекламе давно стало привычным делом. В городе такие щиты на каждом шагу. Гимназия 27 по улице Эсперанто окружена голой рекламой. Здесь сразу несколько таких щитов. Каждый день по дороге на учебу и обратно изображение полуобнаженных девушек и парней видят сотни школьников. Саид Лутфуллин даже создал группу в социальной сети «Борьба за чистоту нравов». Священнослужитель пока собирает материал. Когда его будет достаточно, намерен обратиться в прокуратуру. К чему приведет эта борьба, пока не ясно. В прокуратуре нам объяснили, изображение в рекламе полуодетых моделей закон не запрещает. Если в рекламе есть, допустим, девушка, какие-нибудь женщины, которые указаны в нижнем белье или, допустим, в бикини, то это не будет являться нарушением. А если все же содержащие порнографического характера информацию, то это будет нарушением действующего законодательства, которым предусмотрена ответственность соответствующая. И прокуратура в связи с выявлением данных нарушений будет принимать соответственные меры. В прокуратуре отметили, проверку проведут, если священнослужитель передаст заявления и материалы, которые он считает аморальными. Однако ответственность предусмотрена только за распространение порнографии, а таких баннеров в городе не зафиксировано. Наталья Колюшкина, Илья Шорин, Вести, Татарстан.